Панацея или молодильное яблочко. На базе фармацевтического факультета Северо-Остинского государственного университета на основе целебных растений разрабатываются новые лекарства. По мнению ученых, они позволят избавить человечество от ряда опасных недугов. Специалисты говорят, что научное открытие станет не только прорывом в медицине, но также позволит заключить выгодные контракты с фармацевтическими компаниями. Проекты фармацевтов из Владикавказа уже завоевали призовые места на молодежном форуме «Машук». О работе, которая кипит в лабораториях университета, материал Илоны Мерденовой. Аза Хугаева над формулой нового лекарства работает второй год. Она верит, если оно не спасет мир, то роль молодильного яблочка сыграет наверняка. Сироп на основе экстракта известного целебного растения гинго билоба должен помочь избежать нарушений мозгового кровообращения и потери памяти даже тем, кто находится в зоне особого риска. Студентке 5-го курса фармацевтического факультета удалось не только доказать, что редкое растение можно выращивать и в Северной Осетии, но и найти новые возможности его использования. В основном, что изобретают, это таблетированные формы, лекарственные формы. А у нас сироп, то есть жидкая лекарственная форма, там меньше побочных эффектов, меньше токсическое влияние на ЦНС. Практически его вообще нет, токсического влияния на ЦНС. И легче пьется, легче усваивается организмом, чем лекарственные препараты, те же самые таблетки. Аза преуспела в теории, теперь дело за практикой. Ее научный руководитель уверен, впереди не только прорыв в медицине, но и выгодный контракт с фармацевтическими компаниями. Мы очень активно сотрудничаем с производителями лекарственных средств, которые находятся на территории Северо-Кавказского федерального округа или Южного федерального округа. Естественно, какие-то части, какие-то наработки, это все внедряются в производственную деятельность. В этой же лаборатории работает и другая группа ученых. Доцент кафедры фармацевтической химии Юлия Лавриненко и ее студентка Диана Фриева вместе исследуют возможности растения кладохета чистейшее. Оказалось, что лекарства на ее основе могут обладать уникальной способностью лечить заболевания печени. Он восстанавливает и защищает клетки печени от различных токсикологических повреждений. В дальнейшем мы с моим деканом Морозовым Вячеславом Алексеевичем заключили этот экстракт в желатиновые капсулы. То есть мы получили это для того, чтобы можно было уже представить этот экстракт как лекарственный препарат. Союзом ученых уже разработана технология производства нового препарата, его состав. Если он успешно пройдет клинические испытания, лекарство будет запатентовано и появится в аптеках. Исследования шли бы более быстрыми темпами, если бы не одна серьезная проблема. Кладохета чистейшая, как я уже сказала, это растение, внесенное в Красную книгу. Поэтому изымать его из природы ни в коем случае нельзя, даже для таких благородных целей, как создание новых лекарственных средств. Мы попробовали культивировать его, сеяли семена, и опыт оказался вполне удачным. Поэтому его можно культивировать. Но, к сожалению, у университета нет своего ботанического сада, где бы мы могли проводить такие эксперименты. Нет опытных участков, в которых нуждается наш факультет, потому что большинство лекарственных растений не произрастают в нашей флоре, и есть необходимость их культивировать. Поэтому мы своими силами где-то в огороде, в палисаднике выращивали кладохету для своих опытов. Оба проекта фармацевтов СОГУ заняли призовые места на молодежном форуме «Машук». Полученные деньги молодые ученые обещают вложить в дальнейшие исследования. Илона Мерденова, Артур Габуаев, Вести, Алания.